Ну-ка, открывай быстро. Открывай дверь, я сказала. Снимай, снимай. У них есть полное право сюда заходить. Мы их пригласили сюда. А вы кто? Кто мы? Мы профсоюз. Понятно? Я плевать хотела на ваши приказы, что здесь. У нас есть федеральный закон. Федеральный закон. А я вас служу по закону о профсоюзах. Хорошо. Это уж чревато Не последствиями. надо применять силу. Согласование руководства пускай заходит. Ну, сейчас он это руководство приедет 5 часов, у вас будут огромные неприятности. Без проблем. Смотри, не пускают прессу. Видите? У нас, видимо, сегодня обстановка хуже, чем на Украине, раз средств массовой информации не пускают. Директор саботирует трудовой коллектив, выпуская необдуманные незаконные приказы. На сегодняшний день он выпустил приказ о плане разнарядки. То есть наше предприятие должно выполнять план, что это невозможно. Так как мы обслуживаем нерентабельные маршруты города, мы не конкурируем на этом рынке услуг, то есть мы не коммерческая, как говорится, организация, чтобы иметь денежные маршруты. Таким образом, он на сегодняшний день, он это не согласовал с коллегиальным органом, трудовой коллектив против этого приказа. Целый месяц находился трудовой коллектив в напряженной обстановке, все психовали, нервничали из-за этого приказа. Представляете, вот они еще выходили на линию, в таком состоянии работали, когда отвечают полностью за людей, за пассажиров. И он снизил, значит, процентную ставку, то есть как захотел, так и заплатил. У нас стоит четко в коллективном договоре прописанный процент за денежные средства, сдаваемые в кассу нашего предприятия. А он решил одному так, кто не выполнит план, другому так, третьему так. То есть хозяин-барин как хотел, так и заплатил. На сегодняшний день, то есть в целом, значит, сотрудники нашего предприятия, кондуктора-водители, недополучили заработную плату в сумме 600 тысяч. Мы не можем больше в долг работать. У нас и так идут задолженности по заработной плате. Сотрудники не получают в полном объеме, потому что идут перерасчеты и все. Ну, видите, как вот так вот и получается. А обращались ли вы в суд? Мы в суды, вот, допустим, это был у меня заместитель незаконно уволен за профсоюзную деятельность. Мы его суд восстановил, решение суда. У нас предписание трудинспекции, что Ситников обязан исполнять предписание трудинспекции. На сегодняшний день он не исполняет их. Предприятие регулярно получает штрафы, но он предписание трудинспекции не выполняет, ни прокуратура, потому что мы вынуждены обращаться везде. К сожалению, общий язык мы с данным менеджментом, руководством не находим, потому что общаемся Кремль, прокуратура, трудинспекция, АБЭП. Вот на таком уровне мы на сегодняшний день общаемся. Мы не знаем, кто нами управляет, потому что какая-то странная собралась компания, что пришлось заводить уголовные дела, потому что на сегодняшний день начато следствие по автобусам, которые взяты 10 автобусов новых в лизинг. Вот. Бывший инженер попался на воровстве, находится в данный момент под следствием, а все-таки это второй человек после директора на предприятии, главный инженер, да, который так вот воровал у собственника. Так что дела тут интересные происходят. Наталья Владимировна, а сколько сегодня работников из коллектива вышли на забастовку? А вот которые, вот на сегодняшний день они еще не все приехали, сейчас дежурные автобусы. Вот сейчас они подъедут, я думаю, люди отставят свою позицию. Это их право, они имеют на это право.
То есть, как у нас в разнарядке, это, ну, кроме тех, кто находится в отпусках, конечно, их не будет. А так, да. Какое время вы собираетесь проводить эту забастовку? Сутки, двое или больше? Нет, я бы не сказала, что это забастовка. Это акция протеста. Забастовка у нас намечается на 16 сентября бессрочная. Если у нас есть требования и постановления, выдвинутые ему, и сейчас собираются подписи, чтобы он до 1 сентября выплатил полностью все задолженности по заработной плате. Вот. А на сегодняшний день, пока он не отменит приказ, закон вот это о плане, и не выплатит людям деньги, которые они недополучили. На данный момент мы полностью перекрываем 16 машин, это вот 15-й маршрут, полностью ездят одни частники. На основании каком? Потому что как бы АТП, Альфа-Трансу ему невыгодно здесь ездить. Они ставят нас, потому что льготников у нас, ну, если минимум 50 до 80% доходит. Это в день мы перевозим столько льготников. Ну, был такой момент, что дополнительно ставили еще 5 автобусов. Да, был. Но мы отстояли свое. То есть внеплановое было внедрение, необоснованное со стороны Сергея Алексеевича, на что они говорили, что у них было это согласовано с администрацией, но в администрации как бы в течение месяца нам быстро этот вопрос решили, урегулировали конфликтную ситуацию. Со стороны частников какие могут быть последствия, то есть, кроме невыхода? Ну, если наш не выход, то значит нас Сергей Алексеевич с нами расторгает договора, что уже было, предпринималось именно в адрес 4, получается 3 предпринимателей. Он расторг с нами договора, не сказал, продлеваться не будет, то есть обосновывает это тем, что он нас припугнул, чтобы другим предпринимателям это было неповадно. А какие вы можете меры в ответ принять? Ну, скажу, как было. Мы отвезли, но, получается, бумагу, написали, что если у нас не будут выполнены наши требования, где мы выдвигали 4 требования, это восстановление машин, которые были сняты с маршрута, 1 требование, 2 требование, это оплата социальных проездных билетов, 3 требование, это мы просили нам изменить условия договора, и получается, эти требования мы отвезли без 15:05, я отвезла бумагу в администрацию. Получается, уже 8 часов на следующий день нас уже обзванивали с отдела эксплуатации Альфа-Транса и приглашали на собрание, чтобы находить какой-то компромисс, решить эту конфликтную ситуацию. То есть на данный момент в городе Сыктывкаре это очень большая проблема, это социальный проездной билет. Это наибольшая проблема, потому что ни в одном городе, наверное, нету такого беспредела, который творится в нашем городе с социальными. То есть сейчас перед выборами, которые вот в сентябре месяце ожидают, у нас каждый месяц проездных становится все больше и больше, больше и больше. Дотацию получают? Да, АТП, мы Альфа-Транс? задавали вопрос как бы Воронину, в администрацию, везде спрашивали. То есть если мы перевозим льготников, ну как бы получается администрация возмещает проезд бесплатных льготников, они ежемесячно Альфа-Транс отчитывается по количеству перевезенных льготников, они точкуют. На что администрация сказала, мы в 100% объеме эти деньги перечисляем в Альфа-Транс. Альфа-Транс, Автоспас, как бы вот в эти предприятия. Поэтому, говорят, ищите ваши деньги там. На что нам говорят, вот есть такое положение 412, на котором вам эти деньги не положено. То есть мы, получается, мы как рабочие лошадки, мы пашем за просто так. Thank you very much. На сегодняшний момент диалога директора и с трудовым коллективом не получилось. Потому что директор предложил, вы выезжайте, а мы решим остальные проблемы. Люди ему не верят, потому что никогда он свои обещания не исполнял. Пришлось напомнить сегодня, что чем дольше он будет тянуть вот это все,
что страдает город. Видимо, ему наплевать на пассажиров, как обслуживается город. Если мы стоим и переживаем, то, что город сегодня не обслуживается, и что срыв производства по его вине. Вот такое дело. Мы не знаем, чем это закончится. Издаст он приказ, отменит, аннулирует, выплатит он недостающую сумму денег, которые люди недополучили. Я не знаю. Он ушел, ничего не сказал. Но люди отказались ехать, пока они не увидят приказ и не получат деньги. Сколько вы готовы ждать? Пока не будет приказа. А если не будет сегодня? Значит, и будем стоять до завтра.